смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Паскаль называл эту игру разминкой для ума, Гёте пробным камнем человеческого ума, а прусский король Фридрих Великий вообще рекомендовал ей не заниматься, поскольку она поощряет, развивает склонность к самостоятельному мышлению. Думаю, что вы уже догадались, что сегодняшняя программа посвящена шахматам. Этому интеллектуальному виду спорта в нашей республике уже давно уделяется большое внимание. Прямое подтверждение тому Кубок главы Якутии, который прямо сейчас проходит в Якутске и в Покровске. Стартовал он в понедельник и продлится до конца следующей недели. О важности шахматного спорта для региона сегодня поговорим с нашими гостями. Владимиром Егоровым, президентом Федерации шахмат Республики Саха-Якутия, и главным судьей Кубка главы Республики Саха-Якутия, заслуженным судьей, международным арбитром Михаилом Крюковым. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Анатольевич, Михаил Витальевич. Ну вот, как я уже сказала, Кубок несколько дней назад стартовал. Уже завершились вот недавно соревнования по этапу «Рапид», да, если я не ошибаюсь. Вот какие вообще впечатления, как проходит турнир? Так вот, в целом. Михаил Витальевич, Значит, ну, мне посчастливилось уже третий раз подряд судить Кубок главы. Значит, в этом году он усилился, гран-при по быстрым шахматам и гран-при по блицу. Надо отметить, что гран-при по блицу прошел не в Якутске. И это уже хорошо, потому что, так сказать, его принял небольшой город Покровск. Принял, достойно принял. Вот. Количество высококвалифицированных шахматистов было на достаточно высоком уровне, ну, более 10 гроссмейстеров приняло участие. Вот. И, в общем-то, шахматисты Якутии достаточно достойно встретили известных шахматистов. Если мне память не изменяет, по-моему, у всех великих были отобраны очки. То есть с ними и обыгрывали, и делали не ничью. сухую. То есть была настоящая борьба. Вот сегодня, вот буквально полтора часа назад, закончился гран-при по быстрым шахматам. Вот то же самое произошло, то же самое. Якутские шахматисты дали настоящий бой приезжим грантам. Вот. И очень интересно все это было, тем более уже сейчас мы соревновались в шахматном центре, а завтра мы переходим уже в музей. У нас стартует турнир по стандартным классическим шахматам в прекрасном месте Якутска. Поэтому с каждым годом Кубок главы становится все лучше и лучше. И я очень надеюсь, что в следующем году, мало того, он традиционный уже, значит, он станет лучше, чем в этом году. И так далее, и так далее. А какие впечатления вообще, вот немножко расскажите о гроссмейстерах, да, которые приехали, и какие у них впечатления, может быть? Гроссмейстеры приехали достаточно титулованные. Я могу начать с Натальи Погониной. Многократная олимпийская чемпионка в составе сборной России, чемпионка России. И главное, она вице-чемпионка мира по шахматам является. Вот. Ну, безусловно, значит, она, в общем, вносит и внесет еще особый колорит в шахматы. Вот. Среди мужчин Вадим Звягинцев, тоже олимпийский чемпион, чемпион мира в составе команды России. Вот. Два чемпиона России. Сергей Волков здесь присутствует и Игорь Лысый, действующие наши шахматисты. Вот. И я очень надеюсь, что вот тот опыт, который они здесь привнесли
в игре, значит, позаимствуют якутские шахматисты. И хотел бы еще добавить, что наш кубок проходит по своеобразной такой бакинской системе, это ускоренный вариант жеребьевки, для того, чтобы шахматисты местные, скажем так, значит, могли выполнить нормы вплоть до мастера спорта России. То есть это вот такая возможность будет предоставлена. Во время турнира? Во время турнира. Там нужно, кроме нормы, набрать определенный еще рейтинг на конец турнира. Ну, получится, не получится. Мне бы очень хотелось, чтобы это появились новые... получилось у вас в этом году. Поэтому это, скажем так, своеобразный катализатор такой будет, значит, развития шахмат в Якутии. Ведь якутские шахматисты, надо отметить, в этом году блестяще выступили на первенстве России, на детском первенстве. Вот Валерия Слепцова, значит, в Сочи. Значит, я просто видел наяву это, как вот потерпела в 7-м туре поражение. В 8-м туре она играет с многократной чемпионкой мира Преображенской. Вот, и то, что там творилось на доске, вот, Валерия выигрывает. Так сказать, и уже коэффициент Бугольца, который там при любом дележе ее вперед, уже в 9-м туре она все это закрепляет и становится чемпионкой России. Вот. Все-таки чемпионкой России стать не так просто. Ведь там кто-то будет говорить, там питерская школа, московская школа, еще какие-то школы. Вот. А здесь появилась якутская школа, и это очень здорово. То есть можно уже говорить о том, что есть якутская школа? Уверен? Ну, в общем-то, в шахматы в Якутии не вчера начали играть, потому что здесь надо говорить, но в данный момент, значит, вот они переживают, в общем-то, своеобразный бум. Потому что, вы понимаете, допустим, вот в формате Кубка Главы блиц быстрые и стандартные шахматы в России, значит, вот таких мероприятий 7-8, где сразу 3 вот эти номинации объединены, 7-8, не больше. Давайте зрителям объясним, вот, которые не совсем в теме, да, блицы быстрые, чем... Значит, блиц – это контроль. Дается 3 минуты на всю партию, плюс 2 секунды на ход. Кстати, обращу внимание, инвентарь в Якутии, шахматный инвентарь, Хороший? очень хороший, поэтому, значит, здесь никаких задержек, ничего. Ну, дело в том, что Якутия имеет большой опыт проведения крупных международных турниров. Вы прекрасно знаете, что дети Азии здесь проходили и, наверное, еще будут проходить не раз на самом достойном уровне, сколько стран. Вот, поэтому все это очень хорошо. Я надеюсь, что в ближайшее время что-то еще появится. Потому что критерий истины – практика. А практика у нас шахматные турниры. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или есть возможность отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну, Владимир Анатольевич, как хозяин, скромно молчит. Я знаю, что вы, как организатор, наверное, нельзя принимать участие, но ваша дочка участвует. Дочка поучаствовала, она поучаствовала 1 числа в турнире по блицу, и вот эти 2 дня она еще поучаствовала по быстрым. Вот, и я вот как раз в дополнение о том, что наши местные шахматисты прекрасно выступили вот на этих 2 соревнованиях, сказал бы, что вот 1 числа на блице, несмотря на наличие такой титулованной шахматистки Натальи Погониной, 1 место среди женщин взяла хангаласская шахматистка Пахомова, мы ее знаем как Адамова Туяра, которая у нас многократная чемпионка республики, выигрывала и чемпионаты Дальнего Востока, и вот она опередила, получается, да. Наталья Погонина заняла 3-е место, кстати, ее опередила другая наша уже талантливая школьница
которая в этом году становилась чемпионкой Дальнего Востока по блицу, выигрывала третье место на первенстве России по классическим шахматам. А вот по быстрым шахматам, вот вы задали вопрос про мою дочку, вот ей в этом турнире тоже фортуна улыбнулась, и она заняла первое место среди женщин по рапиду. Тоже Наталья Погонина, думаю, отыграется на классике. Поздравляю. Спасибо. А вот вопрос к судье. Насколько в шахматах вообще зависит от фортуны? Вот Владимир сказал фортуна. Насколько в шахматах вообще... Да, фортуна, конечно, есть- вещь хорошая. есть удача? Вещь хорошая. Это же но, строгий расчет математический, нет? в шахматах все зависит от того, как человек работает над собой, шахматист, сколько времени он именно тратит на подготовку, значит, тренировки какие, значит, это же не сиюминутное дело. Фортуна дело хорошее, дело Нет, хорошее. но элемент удачи присутствует в шахматах? Элемент удачи, вот, труд, талант и плюс после этого только победа. Больше никак нельзя, Давайте, может быть, расскажем какие-то мероприятия, которые для популяризации шахмат в рамках Кубка в этом году проходят. Проходят же наверняка, потому что я помню, что какие-то большие шахматы на улице проводили Да. под открытым небом и так далее. Что сейчас? Мы, значит, проводим разные мероприятия, ну, во-первых, по повышению квалификации наших судей. У нас судейский семинар, в котором можно, значит, выполнить нормы для арбитра российской категории, вот Михаил Витальевич проводит. Так, и у нас мы проводим мастер-классы, встречи с гроссмейстерами, сеансы. Скажем, Покровские провели такие 2 сеанса. Одновременные игры? Одновременные игры, да, Игорь Лысый и Вадим Звягинцев провели сеанс одновременной игры и встречи с гроссмейстерами. Такие встречи у нас будут и впереди. Вот. А также вот мы провели в этом году конкурс решения задач. Кстати говоря, составил их тоже очень титулованный шахматист, который тоже есть сегодня в качестве нашего гостя, участвует на турнире. Это 3-кратный чемпион мира по решению шахматных композиций. Он тоже международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России. Вот он предоставил свои задачи на решение, и вот сегодня мы наградили победителя по решению вот этих задач. Вот. И, соответственно, у нас приезжает наш руководитель, один из руководителей Федерации шахмат России, исполнительный директор Федерации шахмат России. Он завтра прилетает, и, соответственно, у него тоже будет встреча с любителями шахмат. Вот насколько в шахматах зависит от судьи? Понятно же, что это все-таки не бокс. Да, я могу сказать, что мало того, это не бокс, это не футбол, не хоккей, но воспринимать шахматного арбитра как, значит, там что-то, так сказать, невероятное нельзя, не надо. Здесь арбитр должен четко соблюдать правила, Вот. Ну, для этого, чтобы соблюдать, надо знать и принимать соответствующие решения. Вот. И когда там говорят, арбитр должен быть незаметный, там прочее, да, я немножко с этим согласен. Вот. Все должно идти, вот сам процесс шахматный, турнир шахматный, он должен проходить вот как само собой разумеющее. Тихо, значит, главное в срок все. Вот. Задали, допустим, за 6 часов сегодня закончить 6 туров. Значит, четко в 16:00 все было закончено. Вот. Это очень важно. Вот. И оценка вообще считается следующее. Значит, есть понятие такое апелляционный комитет в шахматах. Вот в шахматах в апелляционный комитет подают протесты на решение главного судьи. Вот. У нас в течение 2 турниров вот, по блицу и быстрым шахматам ни одного протеста не было подано. То есть все прошло по правилам. Соответственно, в 23-м и в 24-м годах, когда у нас проходили турниры, апелляционный комитет вновь оказался без работы.
Вот в этом зависит, в общем-то, и судейство. Вот. А так надо знать правила. Надо знать правила, потому что на ровном месте можно такое навертеть, что... Вот насколько в шахматах вообще возможны спорные ситуации? Я про вас, когда читала, там была громкая история, когда какой-то игрок выигрывал при помощи алгоритма искусственного Значит, интеллекта. это не помощь алгоритма. Ну, в общем, факт, что вы его посадили в комнате, заперли, где не было интернета. Где читали, я понял. Значит, вопрос там был следующий. Вообще читерство, компьютерные подсказки, это в этом веке. Вот. Ну, мне пришлось, собственно, первому столкнуться с читерством, столкнуться, так сказать. Ну, и в результате определенных действий, законных действий. Почему? Потому что можно и незаконные действия, чисто законные действия, так сказать. Значит, игрок был отфиксирован, и, соответственно, так сказать, с тех пор это прошло 18 лет, да, 18 лет уже прошло, и он не играет уже. Вот. Не играет. На самом деле это беда. Хотя каждому действию есть противодействие. Вот, это беда. Вот сейчас громкое дело, много очень громких дел по читерству было. Вот, вплоть молодежь читерит уже. Ну, я надеюсь, очень надеюсь, что все это будет... Шахматы должны оставаться честной игрой. Честной. Мне говорят, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос общего характера. В общем, любой спорт – это же про эмоции всегда, это про вдохновение, а там, где вдохновение, там и искусство. И вот в последнее время есть такой тренд на фильмы, сериалы про шахматы. Ну, например, я могу выделить фильм «Чемпион мира». Вот как вы к этому относитесь? Вообще правильно ли снимать фильмы вот такого рода? Спасибо. Я могу сказать, в последнее время очень много фильмов про шахматы. Очень знаковый фильм был, значит, про соперничество Анатолия Евгеньевича Карпова с Виктором Львовичем Корчным. Очень знаковый фильм. Все это предыстория, так сказать. Вот я, в общем-то, артисты, которые набирались вот на вот эти роли, они встречались, вот, допустим, в частности, два шахматных тренера, великих, я их считаю, Игорь Аркадьевич Зайцев и Юрий Сергеевич Балашов, которые непосредственно помогали. Вот, к Юрию Сергеевичу, к Игорю Аркадьевичу приезжали специально актеры, которые играли роли, так сказать, проводили с ними много времени, так сказать. И вы знаете, так сказать, очень, конечно, немножко там профантазировано, фантазии много, значит, вот в частности, про далекое Багио, где матч вот этот знаменитый в 1978 году проходил, значит. Но некоторые детали, даже вот как Юрий Сергеевич курит, значит, вот актер исполнял вообще блестящий. Вот саму атмосферу хорошо вот передали того времени, сама вот та атмосфера, когда, так сказать, напряжение было дичайшее напряжение, так сказать. Карпов проигрывает 3 последние партии, счет выравнивается, счет 5-5 без учета ничьих, так сказать. И вот они с Багио до Манилы едут, попадают в дождь попадают, а едут они в Манилу для того, чтобы поболеть в матче Югославия-СССР баскетбол. Вот. И вот здесь вот с Виталием Ивановичем Севастьяновым, тогдашним председателем Федерации СССР, вот они едут, значит, очень хорошо, очень хорошо. Там много показано вот то, что есть, ну, естественно, художественный вымысел, конечно, есть, но это вот в части вот этот про Карпова, про Спасского Бориса Васильевича, вот, который 27 февраля в этом году ушел из жизни, тоже
матч века, так называемый, в 1978 году с Фишером, так сказать, тоже неплохой фильм. И вы знаете, так сказать, вот я так думал, что про шахматы тяжело показать зрителей. Зрителей очень много. Мне-то это интересно. Все равно вот первый фильм в СССР я смотрел, «Гроссмейстер» назывался. Ну, там по ряду причин положили на полку. Ну, очень прекрасный фильм. Там показано, как шахматист мыслит, даже как летают фигуры, вот у него в мыслях летают, значит, все это. Вот. Неплохо их делают, значит, вот. Сейчас вот самый последний фильм, посвященный, так сказать, матчу 50-го года «Ботвинник-Бронштейн». Тоже, Ну, в общем, хорошо, что фильмы снимают. вот, тоже хорошо, вот так вот. Наверное, Ну, точно полезно выглядит. посмотреть. Да, ну вот на Netflix же был фильм еще тоже зарубеж. королевы? «Ход королевы», да, который во всем мире пробудил, ну, еще раз Интерес к шахматам? интерес к шахматам, да. После этого много желающих было заниматься шахматами, да. Ведь у нас в республике шахматам уделяется большое действительно внимание. И я знаю, что вы были в Малой академии наук, где детей да, обучают да. шахматам. И вот ну, в один из своих приездов вы там были, хотели вернуться еще раз. Вы побывали там еще раз? Еще, к сожалению, не побывал. Но вот хотелось бы. Почему? Потому что, так сказать, вот после посещения вот, Малой академии наук я вот буквально там через неделю побывал в Примаковской гимназии. Есть такая деревня Раздоры. И там вот Примаковская гимназия. Я не знаю, сколько там. Вот. И есть мне с чем сравнить вот Малую академию наук с Примаковской гимназией. Значит, вот. Я могу сказать, мне очень понравилось, значит, Малой академии наук, как выстроен сам процесс, как все это, так сказать, как оснащение какое есть. Значит. И вы понимаете, вот действительно, вот эта Малая академия, да, она дает такой импульс для интеллектуального развития. Значит, и если, дай бог, там бы еще шахматы как-нибудь, так сказать. Если вернуться к проходящему кубку, говорить о составе соревнований, вот какой он и какая география у него, Значит, состав участников? 14 субъектов федерации. Это в быстрых шахматах было. 14 субъектов федерации. Вы представляете, то, что это 14, значит, это очень приличная география. И в классике к нам должен присоединиться еще один шахматист зарубежный. Швед приедет играть в классический. То есть уже международный получится. Международным участием. Ну, дело в том, что Якутию, так сказать, международными шахматными соревнованиями не удивишь. Все-таки дети Азии, Конечно. престижные шахматные турниры, очень престижные шахматные турниры. Кстати... А по Якутии, Владимир Владимирович, какая география участников? Из Якутии? Да, из Якутии. Из Якутии у нас тоже представители разных районов есть. Ага. Вот, То есть, ну, не только Якутск, да, не ну, у только нас, Покровск. получается, игроки, они же все как бы относятся к каким-либо субъектам, то есть без деления, когда вот в рейтинг-листе Российской шахматной федерации. Ага. Поэтому они все из все республики. представляют республику, а кто из каких районов мы точно не считали, но мы знаем, что вот Из разных районов приезжают. Да, Верхневилюйский, например, точно знаю, там, да, Пангаласский, там, Татинский, Усалданский, да, вот эти районы все есть. Да. Так, вот тут, значит, есть чисто судейский вопрос от зрителя. На чемпионате мира в партии дубов непомнящий судья соревнований поставил по нулю обоим соперникам. Насколько это соответствовало букве спортивного судейского закона? Значит, я разговаривал с Суровым. Это фамилия судьи, Иван Суровый. Он соответствует своей фамилии? Значит, ну, как соответствует? Наверное, соответствует. То, что произошло, ну, в принципе, это, так сказать, достаточно из рук выходящее. Что там было? Ну, там было следующее. Значит, два шахматиста, Даниил Дубов и Ян Непомнящий,
начали игру. Первый сыграл конь f3, ему ответили конь f6, и они начали прыгать конями, только прыгать одними конями, прыгать. Вот этот лошадиный перепляс у них начался. Перепляс. Потом, в конце концов, они своих коней поставили на начальную позицию, на коне на g1 и на g8, и согласились на ничью. Значит, поражение не сразу поставили. Значит, я Ивану задал простой вопрос. Я говорю, а вот если бы, так сказать, тот же Даня Дубов, внук известного шахматного арбитра Эдуарда Дубова, задал тебе такой вопрос. Значит, не задал вопрос, а сказал бы, значит, товарищ Суровый, значит, а вот я читал ваши правила шахматные, и там написано в статье 5.2.3 написано следующее, что, значит, шахматисты по договоренности между собой могут согласиться на ничью, сделав всего лишь один ход. Я говорю, конь f3, конь f6. Я говорю, а остальное мы бы вот так вот дурачились, значит, ну извините, значит, бывает так. Вот, ну там немножко по-другому произошло, значит, через тур было обращение, это в Самарканде было в 23 году, в декабре, через тур обращение, значит, ну и, скажем так, нашла коса на камень. Вот, ну и, в общем-то, Иван Суровый зафиксировал и Яну, и Даниилу поражение. Вот. Ну, насколько это там эмоционально, не эмоционально, так сказать, трудно сказать. Нужно быть непосредственно на месте вот конфликта, потому что кто что там сказал, никто ничего там не слышал. Вот. Ну, на самом деле, значит... Ну, то есть они решили просто подурачиться, развлечься, да, получается? Совершенно верно. Вот слово вы прекрасное сказали. Вот, значит, ну, развлеклись, значит, по логике, я еще раз говорю, конь f3, конь f6, ничья. Но это в правилах написано. Пусть, ну, я не знаю, зачем это написано. Вот, ну, там считают, что обсчет будет, не будет. Но это ни к чему. Вот. Неприятная история. И сама по себе неприятная история. Поэтому вот. Это были, тем более, это были быстрые шахматы, чемпионат мира по быстрым шахматам. Вот. Ну, в прошлом году, в декабре, 31 декабря, когда мы уже Новый год начинали встречать, они еще играли в шахматы, уже в Нью-Йорке играли в шахматы, и то же самое был небольшой скандальчик вместе с Яном. Вот. Ян стал, их два шахматиста чемпионами мира в одном турнире. Вот такой произошел казус. А как это возможно? Несовершенство положения, несовершенство регламента привело к тому, что они сыграли партии, значит, выиграли, то есть они поделили первые два места, потом у них так называемый тайбрейк начался. Две партии, потом начали играть в блиц. Сыграли в ничью. Вот. И господин Карлсон, значит, сказал, значит, давай мы закончим, вот, мы будем играть в ничью и все. Значит, и ничего не сделаешь. Другое дело, вот было бы написано в регламенте, значит, если после 4 партий в блиц в ничью играется Армагеддон. Армагеддон, там, даже если ничья, побеждает тот, кто играл черными, и у него на минутку меньше времени. Побеждает. Это написано. А этого не написано. Поэтому неправильно составленный регламент, вот, значит, он ведет к тому, что, так сказать, вот. Ну, там не аналогичный случай произошел на Кубке Главы сегодня. Но примерно так вот. Хорошо вышли из положения. Две девочки заняли 3-е место. Им хватило места на пьедестале. Поэтому здесь... Да, у них там получилось, что одинаковое количество очков и одинаковое количество очков и дополнительных показателей. Все коэффициенты дополнительные. Все одинаково. Такого, ну как это, значит, там играет 90 человек, играет, но все одинаковые показатели у девочек получились. И мы приняли решение, что обе занимают 3-е место. И делят приз. Вот, с девушками смогли договориться без
Вот. А что касается вот этого, того, что происходило в Новый год, там уже еще одно знаменательное событие произошло. Да, уже- самое важное событие, Да, кстати, важное очень для нас. важное. Важное для нас. Для Якутии важно. Да, потому что там играл молодая звезда, можно сказать, российский шахмат восходящая, да, Володар Мурзин, вот, который играл у нас в 23-м году на Кубке Главы, занял тогда второе место здесь. Так? И он там стал чемпионом мира. Чемпион мира по быстрым шахматам он стал. По Чемпион быстрым мира. шахматам. То ли мальчишка стал, вот, который, так сказать, здесь, в Якутии, занял он только второе место, а на чемпионате мира он стал первым. Вот. Значит, уникальное достижение. Кроме всего прочего, это этот юноша в центре Якутска установил рекорд. В минус 52 сыграл несколько шахматных партий в блиц сыграли. Вот здесь, значит, недалеко. Было. В 23-м году. На площади... Это было 52. Об этом очень хорошо вот показывали ваши корреспонденты, блестяще показывали. Поэтому можно сказать, что и вклад якутских шахмат есть в его достижении, потому что здесь он тоже вот все-таки приобрел тоже определенный опыт. Да. Ага, то есть это, ну, почти что это вот как мы гордимся спортсменами, которые после Детей Азии становятся олимпийскими чемпионами, также, в принципе, можно гордиться, что после Да, Кубков Главы да. человек стал чемпионом Да. мира. А в прошлом году к нам приезжал Алексей Гребнев, чемпион мира, тогда он был до 18 лет. Чемпион мира. Да. Потом он через буквально несколько месяцев стал гроссмейстером и еще раз стал чемпионом мира. И чемпионом мира. То есть А в этот раз каких-то конкретных участников можно Есть, отметить, будущих есть. звезд? Еще мальчик приехал, Пингин, Артем Пингин, которого сегодня мы видели на пьедестале почета. Вот этого мальчика приехали. 3-е место занял, да. Вот, он занял 3-е место, в тройку войти. Состав очень приличный. Мальчишка со Свердловска. Но, кстати говоря, Екатеринбурга. 4-е место вслед за ним занял наш школьник Альберт Постников. Опередил ряд гроссмейстеров. Да. Так что у нас молодежь тоже растет. Да. То есть все-таки на уровне, да? Да нет, ну как на уровне. Девочка чемпионка страны стала. А что-то есть такое, что делает Кубок Главы особенным с точки зрения судейства, я не знаю, какие-то уникальные особенности этого турнира? Ну, кроме того, что в минус 50 можно проводить на улице. Значит, уникальность вот этого турнира, кстати, действительно уникальная. Мы его проводим по бакинской системе. Бакинская система – это законная система ФИДE, законная система жеребьевки, которая дает возможность увеличить вероятность выполнения норм мастера спорта России. Но это мастер спорта России, это высшее российское звание мастер спорта России. Вот. Я очень хотел, чтобы, кто-нибудь, может быть, девочки выполнили. У них немножко другой коэффициент, средний коэффициент участников другой, значит. Там, кроме среднего коэффициента, я могу сразу сказать, допустим, господин Постников, мальчишка, выполнил сегодня? Выполнил. Но у него нет 2400, понимаете, это его коэффициента. Вот был бы у него коэффициент, значит, у него 2400 был бы. Вот. Свой. Вот после окончания турнира, я все-таки хочу, мало ли, у него там сейчас коэффициент развития 40, там умножить, я просто хочу успокоиться и посмотреть. Я думаю, что он именно наконец, норму-то он выполнил, но на конец турнира он не набрал, соответственно, нормы не будет. Вот. А у девушек, вот здесь, значит, у них коэффициенты у них недалеко от мастерского коэффициента, потому что если на 400 и умножат раз, и норму выполнил, и коэффициент как раз. Вот. Поэтому здесь все... Вы понимаете, значит, ведь все-таки в конце концов
рейтинг – это дело наживное. Вот сейчас, вот, когда проходят вот такие уникальные турниры, я не знаю, считают ли в Якутии, я считаю, сколько это единиц рейтинга, значит, приносят сюда гроссмейстеры. Сюда приносят гроссмейстеры, и дети Якутии, так сказать, они этот рейтинг получают. Не И- выезжая за пределы республики. Да. Спасибо вам огромное. Можно было бы разговаривать еще и еще, но время эфира у нас уже подошло к концу. Спасибо за такой увлекательный разговор. Спасибо за приглашение. Да. Спасибо вам большое. Думаю, телезрителям тоже было интересно. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.